Сёння іх імёны ведаюць хіба што самыя адданыя прыхільнікі рок-н-ролу. Але напрыканцы 60-х гадоў мінулага стагоддзя кожны выступ гуртоў, у якіх гралі гэтыя музыкі, збіраў натоўп фанатаў. Яны па праву павінны займаць пачэснае месца ў галерэі гонару беларускага року. Што мы ведаем пра іх? У нашым фільме мы ўпершыню раскрыем невядомыя факты з жыцця, жывых легендаў, славутых герояў мінулых гадоў. У чэрвені 2010 года я пабачыў на афішу музычнага свята Beatles Fest назву гурта «Зодчы», я не паверыў сваім вачам. Гурт, які яскрава грымнуў напрыканцы 60-х гадоў мінулага стагоддзя ізноў на сцэне, неверагодна. Але гэта было сапраўды так. І аднойчы я завітаў у госці да лідара гурта Мурата Смольского. Ну, здравствуйте, Мурат. Здравствуйте, Юрий. Рад вас видеть. Очень рад видеть. Как вы тут поживаете? Чем вы тут занимаетесь? Вот я сейчас все могу показать. Ну, может быть, да, давайте попробуем. Так получилось, вольно или невольно, что я стал заниматься торговлей. Организовал первую свою маленькую фирму, потом вторую. Вот это уже третья моя фирма. После закрытия магазина тут открывается внутренний музыкальный салон. Вот прямо здесь, группа да? «Зодчие» здесь репетируют. Раздвигаются вешалки, выносится аппаратура, инструменты, ударная установка, и это превращается в маленькую... Так, а что для вас музыка такой вообще? Вот это способ самовыражения? Музыка – это то, без чего я жить не могу и не хочу. Скажите, а почему тогда вот в конце 60-х годов вот, будущие или уже состоявшиеся инженеры вдруг резко кинулись в музыку? Вот как создавалась группа «Зодчие»? А начиналось все вот с чего. Каких песен? Начиналось, конечно же, с «Битлз». Во-первых, мы русскими буквами писали слова с пленок. Английские слова русскими буквами с пленок. Во-вторых, мы подбирали музыку сами, на слух. Когда мы уже учились в БПИ, произошло еще одно знаковое событие. Для всех, для нас, для молодежи того времени. В город Минск друг за другом через год или даже с меньшим промежутком приехали две знаменитые польские группы. В 69-м приехала группа «Червоной гитары», а в 70-м приехали «Трубадуры». Да, и началось совершенное сумасшествие. Потому что из наших ребят, из нашего поколения никто ничего не видел такого. Живьем не видел и не слышал. Это было потрясающее событие. Мы, сидя на концертах на этих, мы были в обмороке. И после гастролей этих групп из каждой подворотни города Минска раздавались две песни «Червоной гитары». Это «Не задирай носа» и «Анна-Мария». И сразу в репертуар всех новоявленных групп, в том числе и наших, попали польские песни. Потом, в 70-м году, началось, я бы сказал,
бурное движение в сторону всесоюзного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты». И по городу в каждом районе начались отборочные турниры, проводили смотры конкурсы, отборочные туры и так далее, и так далее, и так далее. Все участвовали, все, кому не лень. Вот. Нас выбрали, потому что мы уже тогда пели в 4 голоса. А поехали мы с 2 песнями. Первая песня, это была народная белорусская песня «Косил я конюшину». Мы эту аранжировку сделали за 2 года до песняров. Косил ясь конюшину, поглядал на дзяўчыну, а дзяўчына жыта жала, а дзяўчына жыта жала, а дзяўчына жыта жала. Ды на ясця поглядала, ты ясь, ты не, ты ясь, ты не, ты ясь, ты не, сподобался ты мне. И мы там очень легко победили, потому что, опять-таки, у нас был хороший вокал, 4-голосный. По итогам вот этого большого конкурса, который длился 70-71 год, было 14 лауреатов, в том числе ансамбль «Ела», мы и еще 12 лауреатов, я уже, наверное, всех не упомню. Что произошло после конкурса? Нас сразу пригласили на работу в Росконцерт. Была такая союзная организация концертная. Тарифицировали нас. И в течение 3 лет мы катались по всему Советскому Союзу. Для того, чтобы продолжать занятия музыкой, надо было все бросить, получить открепление и ехать в Москву. В связи с тем, что нам было по 22, по 23 года. Мы вообще плохо понимали, что с нами происходит. А рядом с нами не было такого Брайана Эпстайна, который был рядом с Битлз. И все это, само собой, превратилось в ресторан. Короче говоря, нас осталось 4 человека из большого коллектива. И вот мы до конца 80-х мы доработали. А потом пришла перестройка. Музыка перестала кормить. Мы распродали последнюю аппаратуру, все инструменты. И наступил антракт. А в 98 году я стал подзуживать моих друзей. Надо бы поиграть, надо собраться. Слушай, остановиться невозможно, да? Когда надо поиграть, да. Что-то гудело это все. И вот с этой точки, с 98 года, мы работаем для удовольствия. Потому что музыка сегодня, у нас на территории Республики Беларусь сегодня музыка не кормит.
Никому. Да. Вот. А наши ребята все более или менее имеют какой-то заработок, то есть все имеют профессию какую-то, зарабатывают. Ну вот я пытаюсь зарабатывать, например, торговлей. Как бы то ни было, речь не о том идет, где ты живешь, а речь идет о том, как ты живешь. Я сейчас хочу, чтобы вы послушали еще раз вокально-инструментальный ансамбль «Зодчие», которые споют еще одну белорусскую народную песню «Зорька Венера». Ансамбль «Зодчие». Пожалуйста. Дацэнт Беларускага універсітэта культуры і мастацтва Владзімір Угольнік распачынаў сваю музычную кар'еру ў якасці гітарыста легендарных гуртоў «Блікі» і «Пані браці». Сёння ён прымае экзамены ў новага пакалення рок-н-рольшчыкаў. Пабачым, што з гэтага атрымоўваецца. Калі ўзгадаць тыя гады, 60-е, з чаго асабіста для Владзіміра Угольніка пачынаўся рок-н-рол? Рок-н-рол пачынаўся, па-першае, з энтузіязму, з велізарнага. Гэта зразумела, так. А фактычна... Гэта была аўтабаза 24-15. Мы там ігралі на 1 мая, там, на 7. Вучыўся і іграў у групе. Там мы танцы ігралі недзе там. А што тады гралі? Які рэпертуар быў? Ігралі, на які рэпертуар ігралі? Ігралі рэпертуар... Дарэчы, тады яшчэ не было там думак такіх, каб грошы зарабіць за гэта ці што. Абы толькі паўдзельнічаць. Дзе-небудзь, так. І выступалі у клубах, на танцпальцоўках? У клубах, дзе толькі можна выступалі, бо вельмі гэта спадабалася усім удзельнікам. І потым Блікаў адразу, а потым ужо і «Пані браці». І гэта была як такая жывая плынь. Жывая плынь, гэта стасункі такія музыканскія. Хтосьці камусь нешта пакажа, а гэта возьме. Видишь, гэта там кажа, вот это. А я гэта. Ну, напрыклад, некія гукі новыя там. І ўсё гэта вельмі добразычлівая такая абставіна. Рок это лічылася, што гэта не наша ідэалогія. Рок гэта буржуазная з'ява, якая не павінна быць у нас. Ну тады гэта можна было уявіць. Вось чаго вы чакалі? Чаго дамагаліся тады? А мы дамагаліся таго, каб праводзіць не то, што час праводзіць, а авалодваць гэтым і займацца. Поспеха, хацелася поспеха. Поспеха хацелася, да, вялікія залы, каб публіка ўсё гэта сустракала, і публіка сустракала выдатна. Тады мы рэзнулі Крыдэнсаў, і калі ўжо ў зале там ужо пачалі ўжо
кресло ломать. Ну, там был такий завод, все ж живьем глушить. Ось, тоді зачинили занавес на кожній п'єсі, зачинили занавес, все, перервали виступлення. Там скандал трохи був. За гэта потом выключили звук? Ну, за гэта, ну а за што ж? Ну, не по сольфеджио ж мяне выгнали. Мы признавали толькі фірму, беларускія творы, якія мы апрацоўвалі. Рабілі тое, што нам падабаецца. І гэта было вельмі жыва. І што яшчэ характэрна для гэтага перыяду, мы наогул расійскай не прызнавалі. Тады ні попсы, ні там, як сказалі, рок-музыка, это далёка не рок-музыка была ў іх. Я, до речі, у 73-м годзе пайшоў працаваць у філармонію, у эстраду. Там уже рока не было. Дзяржаўныя, так званыя калектывы, якія выконвалі дзяржаўную палітыку. Вось, вельмі много. Я памятаю па верасам, колькі там праслухоўванняў было і іншага. Все летит над родными полями, землю нашей любви, осеняя большими крылами. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны на туман. Чем мы пришли к своему следующему московскому конкурсу? Те, кто еще не учились, поступили той осенью в консерваторию. Хотели помириться силами с лучшими профессионалами страны. Чтобы слушатели страны еще больше полюбили напевность и лиризм белорусских песен. Кого вы рыхтуете, вот как преподаватель, кого? Професійних виконавців на гітарі. Не на класичній гітарі, а не зациклено там, на рок-н-ролл не зациклено, так? Не зациклено. Хорошо, молодец. 8 баллов. Наприклад, коли хлопець до мене приходить і видатно грає, ну, хард-рок, наприклад, так? І на зараз многі. Heavy metal. Ось. Я його контролюю, даю йому програму. І ще я його учу грати свінг, кантри, блюз. Ось. Так що я лічу зараз, що рок існує, і він не пропав.
з Уладзіміром Кандрусевичем ми зустрілися на записі чергового ягоного гіта для чергового кіномюзикла. Цікаво було б довідатися, чи згадує композитор свою бойову молодость, з чого починалося ягоне заходження на музичний Олімп. Если речь идет именно о музыке, вот, которую сейчас мы называем рок-н-ролл, дело в том, что в то время это еще называлось биг-бит, это еще были дети цветов, хиппи. Это все у меня началось в городе Гродно, в период, когда я только поступил в музыкальное училище, и ребята вот смотрели польское телевидение, и часто вот эта вот музыка, она просто зачаровывала, захватывала. Она сразу как-то так обворожила, все, я больше не мог, я не мог вообще спать, и все, что я хотел, это только играть, научиться играть на гитаре. Ну, мы начали такие какие-то простейшие вещи, естественно, сначала на 3 аккордах. Я, например, помню такую песню, там фактически не слова, а просто «My baby, baby, bala-bala! My baby, baby, bala-bala! My baby, baby, bala-bala! My baby, baby, bala-bala! My baby, baby, bala-bala! Bala-bala!» Ну вот это вот было самое начало, то есть какой-то примитив, и постепенно стали до нас доходить мелодии Битлз, мы, что называется, снимали, притом делали это на энтузиазме и могли за неделю подготовить там целое отделение. Ну, например, когда я в руки взял гитару, это был мой первый шаг. Мама мне сказала, пусть всегда будет так, в какой бы темноте я не был, не забуду я никак те слова простые, пусть всегда будет так. Это мой текст. Писал большей частью тексты на известные западные темы. Это была вот одна из форм хитрости, что ли. И когда у нас создалась такая группа «Пани-братья», это был довольно высокий уровень, потому что были хорошие музыканты, и, как оказалось потом по жизни, они действительно настоящие музыканты. Это тот же, например, Владимир Угольник, который сейчас преподает. А песни, вы знаете, это иногда прорывает просто по жизненным обстоятельствам. То есть есть такое сильное чувство любовь, и вот когда я встретил свою супругу, я начал для нее писать песни. Это где-то живет, и я думаю, что это выйдет наружу. Рампы свет слепил глаза, растерялся я. Ведь гитара для меня горькая судьба. Думал я, что все прошло, успокоился, живу одиноким волком, никого не жду. На басу я ноту взял, в темном зале крик. Все ушедшее пришло, возвратилось вмиг. Словно солнце сквозь листву разорвало темноту, и прожектор осветил тебя одну. Сумасшедшая любовь сумасшедших этих дней. Можно так сойти с ума, думая о ней. Сумасшедшая любовь, мы с ума сошли вдвоем. Сумасшедшая любовь, страсти водоем. Закружились, понеслись в свете фонарей. Не
Ночи, ночи, дни, все быстрее и быстрее. Даже плавится асфальт, мы вошли в крутой вираж. Я боюсь, что ты исчезнешь, как мираж. Сумасшедшая любовь сумасшедших этих дней. Можно так сойти с ума, думая о ней. Сумасшедшая любовь, мы с ума сошли вдвоем. Сумасшедшая любовь, страсть Ивана. Рампой свет слепил глаза, растерялся я. Сразу вспомнил, как тогда целовал тебя. Думал я, что все прошло, успокоился, живу, и никак тебя забыть я не могу. На вечеринках молодежь, конечно, на ура принимала, но дело в том, что в то время была очень жесткая цензура во всех областях жизни. И как только нас услышали власти, то тут же пошло такой пресс и давление. Они фактически не давали нам ни выступать, ничего, и это очень отрицательно относились к этому. Поэтому чаще всего это проходило так нелегально, где-то в каких-то квартирах или на школьных вечеринках, когда не было начальства. Дело в том, что у нас как бы резко оборвалась наша вот эта вот карьера «Пани-братья», потому что мы выступили на рок-фестивале, выступили, спели одну песню, я помню, из Creedence Clearwater Revival. Good golly, Miss Marlin, Кулаковон, Good golly, Miss Marlin, Кулаковон. Молодежь так реагировала на это, что на сцену вышел человек из ЦК партии, как потом мы узнали, сам закрыл занавес, и через один день меня исключили из консерватории. Что впервые в истории вуза на мою защиту поднялись студенты. То есть весь курс и все наше отделение пошли к ректору, написали там письма, подписали письмо, и, наверное, начальство решило, что лучше как бы спустить это на тормозах. Было условие моего возврата в консерваторию, чтобы я этим не занимался больше. Но тем не менее я уже занимался, но не было вот того куража и того репертуара, который был нам по душе и где мы выкладывались полностью. Потом, значит, я закончил консерваторию, отслужил в армии год, тоже проиграл на танцах и решил поступить на композиторское отделение. Вот, я поступил и начал, и занялся абсолютно. То есть я не писал песни. До этого я не считал, что я композитор. А особенно в этот период я совсем это дело забросил. Ну, писал такую серьезную классическую музыку, симфонии, балеты, и это довольно удачно. То есть дальше у меня вот вся моя жизнь складывалась именно в этом русле. Ну вот у меня не так давно балет вышел в музыкальном театре. Балет называется «Мефисто». Ну вот из этого балета вальс, например, да? То есть это совсем противоположное тому, о чем мы вот до этого говорили.